Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». Здравствуйте, у микрофона Елена Костылева. Программу представляет интернет-портал банкиоренбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Директор БКС «Премьер» в Оренбурге Альбина Барашкина дала прогноз по банковскому сектору на 2017 год. По ее словам, если проследить тенденции последних лет, динамику отзывов, то становится очевидно, что о сворачивании политики оздоровления банковского сектора пока говорить рано. В 2016 году Центробанк установил рекорд, отозвав лицензии у 97 банков. По сути, с 2014 года число игроков на рынке сократилось на треть. По нашим оценкам, говорит Альбина Барашкина, к 2018 году количество банков в России может сократиться еще примерно на 100, то есть где-то до 500, а это количество, по мнению экспертного сообщества, является оптимальным. Альбина Барашкина считает, что в целом 2017 год ожидается более или менее позитивным. По ее мнению, могут стать доступнее кредиты, стабилизируются цены, подрастет потребительская уверенность. Однако о качественных и скорых переменах к лучшему говорить пока не приходится. С условного начала кризиса, с конца 2014-го, реальные доходы населения упали почти на 15%, и восстанавливаться до докризисного уровня они будут еще как минимум пару лет, добавила директор БКС «Премьер» в Оренбурге. Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования ТОП-20 ФИН «Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе», проведенного Национальной ассоциацией контактных центров. В исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций России, из которых были выбраны 4 победителя, 3 банка и 1 страховая компания. При этом контакт-центр Россельхозбанка, набравший максимальное количество баллов по качеству телефонного обслуживания и качеству обслуживания в цифровых каналах, стал абсолютным победителем рейтинга. В ходе составления рейтинга ассоциации были проанализированы не только телефонные, но и цифровые каналы коммуникации с клиентами, e-mail, форма обратной связи, онлайн-чаты на сайтах компаний и социальные сети. В исследовании использовалась технология Mystery Caller или тайный звонящий и обращение по каждому цифровому каналу коммуникации в разное время суток и дни недели для измерения времени ожидания ответа оператора и оценки качества обслуживания. С 10 января Банк ВТБ запустил социальный проект «Номинальный счет» для людей, находящихся под опекой и их законных представителей. Продукт предназначен для зачисления алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца, а также иных денежных средств, выплачиваемых на содержание подопечного. Банк осуществляет контроль за превышением остатков денежных средств на данном счете над максимальным размером страхового возмещения, а также информирует владельца, органа опеки и попечительства о сумме такого превышения. Все средства на счете расходуются на нужды подопечного, при этом согласие органов опеки на снятие денежных средств не требуется. Номинальный счет можно открыть в любом розничном офисе банка ВТБ при предъявлении необходимых документов. Договор номинального счета заключается на имя законного представителя без присутствия подопечного. Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал «Банки Оренбурга», интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.